гора Иремель. То отца моего Мусы колыбель, у истоков Яика дремучий есть лес. Там на летних кочевьях бывал мой отец. Биштамак и Кизил и Ойсюк всюду там. Каждый год мой отец Муса зимовал. В ногайской версии того же самого Дастана окрестности горы Иремель также упоминаются как место стойбища Мусы-бея. В этот период ногайцы и башкиры вместе ходили в лихие набеги на соседние страны. К середине XVI века Ногайская Орда вступила в полосу тяжелейшего политического кризиса, связанного с внутренними и внешнеполитическими проблемами, с которыми тогдашний ее правитель Исмаил-бей не сумел справиться и привел собственное государство к полному краху. Все это уже относится к области истории. Однако как живут современные ногайцы, потомки великих завоевателей? Разбросанные по территории нескольких регионов России, ногайцы долгое время были разобщены и не имели друг с другом налаженных коммуникаций. Это очень мешало не только сохранению своей культуры, но даже национальной идентичности. К примеру, в советское время существование астраханских ногайцев категорически отрицалось. Всех их записывали в мифические астраханские татары. Категорически, что ли, запрещал даже айтпаға біз ноғай деп. Біз коренной ноғайлар деп аталамыз. Программа бойынша, мектептің программа бойынша, бізді татар тілін оқытуға есебем. Неге десең, біздің ноғай населениесі саны бойынша біз аз халық деп саналамыз. Соның үшін бізді де татарша оқытып, и паспортный данный Хрущев мезгілде әлі развитие социализм жоқ қой мезгілде, бізді как татар деп есептеген. Теперь почти все ногайцы твердо осознают себя таковыми и ставят перед собой цели консолидации, как в этническом плане, так и в политическом. Потом начали узнавать, что да, действительно мы ноғайлар. Вот это у нас началось. Вот как-то объединение. Началось создаваться ногайское общество. Сначала на территории района Дослак, потом уже в области. У ногайцев России, в частности, идет процесс формирования единого ногайского самосознания. То есть благодаря современным информационным процессам, благодаря общеногайским мероприятиям, в общем-то, мы все больше и больше себя ощущаем как единое целое, как единое историческое целое, которое когда-то было и формировалось в рамках Ногайской Орды. Ногайцы в России живут в таких регионах, как Астраханская область, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Чеченская республика и Ставропольский край. После взятия русскими войсками Астрахани близ города начинают селиться ногайцы. Постепенно они становятся оседлыми земледельцами. В русских документах их именуют юртовскими татарами. В силу того, что они жили вокруг города Астрахани, они довольно, где-то примерно с середины 19 века подпадают под сильное влияние в культурном отношении средневорских татар. И в современности, в частности, представители ютовской части, ютовских ногайских татар, теперь как принято обозначать, да, то есть они больше тяготеют к татарскому национально-культурному движению. В их школах преподается татарский литературный язык, но себя на бытовом уровне они называют нугай. Ныне астраханских татар, а на самом деле астраханских ногайцев, насчитывается 60 тысяч человек, и число лиц, идентифицирующих себя с ногайцами, растет из года в год. Здесь приходится различать даже статистически, у меня есть данные, тех, кто происходит от ногайцев, тех, кто говорит на ногайском языке или его ощутимых диалектах, и тех, кто ногайцами себя считает. Число последних заметно возросло. Было 4 тысячи, стало 8 с лишним, если ввести поправочный коэффициент по переписи 2010 года. Но есть еще некоторый резерв тех, кто числится татарами и числит себя татарами. Благодаря усилиям научного сообщества Астрахани и лично этнографа Виктора Викторина, в Краеведческом музее города удалось создать экспозицию, посвященную материальной культуре ногайцев и так называемых юртовских татар. Одним из крупнейших сел последних является татарская Башмаковка. Мы находимся сейчас с вами в Астраханской области, в Приволжском районе, в селе Татарская Башмаковка. Местное название этого села – село Казан.
Здесь вот на берегу этой живописной реки одноименным именем Казань находятся 3 села, в которых живут этнические, так называемые астраханские или юртовские татары, как их называют в литературе научной, и у которых до приблизительно середины прошлого века самоназвание было Нугайлар. В частности, у соседей наших, например, у туркмен, у казахов, все еще наш этнос называют Нугайлар. Рядом находятся 2 других села юртовских татар – Каргали и Майликуль. Древнее кладбище наглядно говорит о том, что здесь погребены многие поколения юртовцев. На многих могильных камнях, как и на башкирских надгробиях, можно видеть родовые тамги, как свидетельство их нагайского происхождения. В селе Татарская Башмаковка есть улица Салавата Юлаева, а название местных магазинов неотличимо от уфимских. Татарская Башмаковка делится на 4 махалли, то есть общины: Базар-аул, Хужа-аул, Кунграт-аул и Кенегес-аул. 2 последних названия наглядно свидетельствуют, что в племенном отношении жители села относились к родам Кунграт и Кенегес. В соседнем селе Карагали или Харгалов было 2 четко выраженных родоплеменных махалля. Это Киритаул, кириты, и Куншакаул, кипчаки, половцы. В частности, в Слободе Тияк, который находится сейчас на территории уже города Астрахани, встречается такое очень древнее название махалля, это Тухусугус. То есть это связано уже с центральноазиатскими уйгурами, тугузагузами, 9 агузов. Юртовцы во многом утратили свои изначальные этнические черты, несмотря на то, что влияние Казани не является аутентичным их собственной традиционной культуре. Отсутствие механизма ее поддержания на государственном уровне также не способствовало сохранению национальной идентичности астраханских нагайцев. Пользуясь этим, определенные лица, представляющие научные сообщества Татарстана, активно разыгрывают нагайскую карту. Дескать, нагайцы – это татары, следовательно, башкирские роды Минг, Табьян, Табын и другие, имевшие тесные отношения с Нагайской Ордой, также являются татарами. И эти, мягко говоря, наивные построения годятся разве что для совсем неискушенной публики. Взять, к примеру, опусы филолога Марселя Ахмедзянова, задающего тон в Академии наук Татарстана. О сути его абсурдных и переходящих грань дозволенного даже по критериям Уголовного кодекса публикаций можно судить уже по их названиям. «Башкортлы – мародеры». Это о том, как башкирские ученые Кузеев, Булгаков, Надыргулов якобы публиковали татарские шежере, а объявляли их башкирскими. Однако в них описывается прошлое известных башкирских родов Юрматы, Тамьян, Бурзян, Минг, Табын, Меркит, Байлар. Чтобы устранить это затруднение, Ахмедзянов объявляет их татарами. Интересно было бы узнать мнение самих башкир-бурзянцев или юрматынцев относительно этого заявления. Наглостью и беспардонностью сквозят и другие публикации названного в кавычках «ученого». Вот еще один заголовок. «Нагайская Орда. Историческое наследие татарского народа». Опять же, неплохо было бы спросить мнение самих нагайцев, считают ли они себя татарами. Ахмедзянов, Марсель Ахмедзянов, он доктор филологических наук, и, очевидно, для них это характерно как бы перестраивание истории по современному положению вещей. Но для XVI века, например, этноним татарин характерен только для служилой элиты бывшей Золотой Орды. Такого народа не существовало в XVI веке, как этноса. И если говорили, например, использовали татары, например, в XVII веке, то этот термин то же самое имел сословный характер. И это можно судить по населению Казанского уезда, который назывался Казанская Чуваша, например. Податное население, которое через столетие-полтора будет называться казанскими татарами. То есть изменилось значение этнонима татары. И объявлять, например, нагайцев, то есть этнос, который уже был в сложившемся состоянии в середине XVI века, это, в общем-то, очень большое заблуждение. Центром зарождения нагайского движения Астраханской области в 80-х годах прошлого столетия стало село Сеитовка. Однако в связи со строительством газового комплекса его население было переселено в Растопуловку.
Хотя на новом месте условия жизни стали лучше, старшее поколение местных нагайцев все же тянет на родину. Ауылымыздың қасынан газ тауып, со газ бізге сәбәпші болып, соң үшін біз Ростолповка ауылына тора келді бізге көшпеге. Бәтін халқымыз бен, еліміміз бен. Біз тек бір Ситлер ауылына көшкеніміз. Ситлер ауылынан Ростолповка көшті. Яссакан ауылынан Куянны, Айсапай, Ланчук, Белячины, Брянский, Барда, Ной, Халтран аулар. А это село Джанай, в котором, как и в Сеитовке и в Ростопуловке, проживает этнографическая группа нагайцев, именуемая карагашами. Идет урок нагайского языка, хотя совсем недавно здесь преподавали лишь казанско-татарский. Менің атым Алсу, мен Ясынсаканда тұрам, 7-ші класста оқимын. В девичьем танце, исполненном школьницами села Сеитовка, чувствуется кавказское влияние. Лишенные собственной государственности в виде национальной автономии, нагайцы многое утратили из своей культуры. Многое, но не все. Волнующие звуки домбры по-прежнему рождают образы вольных кочевников, повелевавших некогда всей степью от Крыма до Иртыша. Думается, что именно степная домбра не даст нагайцам забыть, кем они являются на самом деле. Все считали, что татары. И вот даже вот население русское, я сейчас живу, соседи у меня, они вот все говорят, наши татары и все. А мы, нагайцы, для них вообще никто. Вот такое понятие. Это вот сейчас потихоньку началось. Вот такое понятие. И вот это, конечно, перестройка хорошо уже. Ну, у нас как-то вот, наши заставляли учиться по-татарски. Я вот мне до сих пор запомнился это. Прямо аж делать это замечание нашей учительницы, там начальный класс, Табиапа. Мы говорим там по-своему, да, по-нагански. Сіз немында жалпақ ноғай тілінен сөйлейсіңіз. Керек нечке әдәбиет тілі білен сөйләргә. Чтобы решить проблему, нужно в первую очередь оценить ее масштаб. Сегодняшняя нагайская молодежь вполне ее осознает. Ее уже вряд ли устроит положение бедного родственника Казани, а тем более роль казанской сироты. Общенагайское самосознание ныне все громче заявляет о себе. Особенно сильно это чувствуется в Нефтекумском районе Ставропольского края, где проживает вторая по численности группа нагайского народа. Руым Айман, мой напа, туғам Қараноғайда. Келген қонақтарға мен бек сүйінемін. Келген біздің ағалы бір туған халқымыз Башқұртстаннан келгендер. Біз бір халқымыз. Астраханда жашайтанларынан да, Кавказда жашайтан халықтарынан да, ноғайлармен. Ноғайлар бір жерде жашамайдылар. Жашаймыз көп жерде. Қараноғайда, Астраханда, Қобанда, Қырымда, Түркияда, Қазақстанда. ДНК-анализ показывает, что дагестанские нагайцы имеют такие же генетические маркеры, что и юго-восточные башкиры. Этот факт заставляет предполагать, что вместе с нагайцами Южный Урал покинуло большое число башкир. Наиболее превалирующей гаплогруппой для нагайцев является R1A, М198, R1B, М73, N1C, С3 в том числе. Это наиболее характерные для степной Евразии гаплогруппа. То есть этот спектр групп характерен как для башкир, как для казахов, для каракалпаков. Но и, естественно, по этому спектру мы можем говорить о том, что башкиры и нагайцы – это на генетическом уровне одни из наиболее близких друг к другу народов. Нагайцы Ставропольского края сохранили память о своем прошлом, о своем племенном делении. Здесь их насчитывается 22 тысячи человек. Одним из крупнейших нагайских сел края является Тукуй-Мектеп. В нем проживает 2500 человек. Это представители рода Кос-Тамгалы.
который есть и у казахов рода Канглы, который имеет общетюркское значение, а также рода Бадрак. В Бураевском и Дюртюлинском районах Башкортостана есть села, носящие такое же название. Ноғайларда фамилия деген зат болмаған. Фамилия это для нагайцев ничего не значит. Фамилию нам дал советская власть. А бізде сұрайтамын, сен кім? Мен Қаңлы дейді, мен Бұдырақ дейді. Атасының атын айтады. Зат еткен заманда, советский власть келген заманда, Қобан ноғайлар. Карача черке. Олар өзлерінің тұқымының атын фамилия етіп алғанlar. Найманлар бар, керейтлер бар, оларда оның соң Қопайлар бар, түрлі олар название своих родов взяли фамилиями. Ояқтың Қобан ноғайлар тамғаларын біледілер. Біледілер. Руын білмесе де тамғасын біледі. Затын, знак, тамға. Трагическая судьба Ногайской Орды не могла не отразиться на судьбе ее народа. Разбросанные по территории Крыма, Северного Кавказа и Нижнего Поволжья, они не имели возможностей для национальной консолидации. В результате ногайцы по решению комиссариата по делам национальности обучались на языках других народов – татарском, кумыкском, казахском, хотя каждый народ должен изучать свой, собственный язык. Особенностью развития ногайского населения в Астраханской области в советское время стало то, что все группы астраханских ногайцев, начиная с переписи 20-х годов, были причислены к татарам. И практически в советское время проводится политика татаризации астраханских ногайцев, вводится во всех школах, где жили ногайцы, татарский литературный язык. Наблюдается татаризация в культуре, связанная с песенной традицией, фольклорной традицией и так далее. То есть этот процесс интегрировал нижневолжских ногайцев с представителями средневолжских татар. Разобщенность является корнем всех зол. Ее нынешние ногайцы успешно преодолевают. И хотя свой родной язык они изучают пока факультативно, что уже является достижением, хочется надеяться, что когда-нибудь неотъемлемое право ногайского народа на самоопределение и развитие собственной культуры будет реализовано. Ногайский период для многих народов был сложным и неоднозначным. Так или иначе, он оставил глубокий след в их истории. О нем можно говорить много и долго, применительно к Башкортостану и Казахстану, Крыму и Сибири, Северному Кавказу и Поволжью. География красноречиво говорит о масштабах ногайской проблематики. Ногайское наследство для одних стало причиной обращения к истории, для других – связующей нитью родства, а для третьих – поводом для спекуляций. Как говорится, каждому свое.